В истории Ингушетии немало примеров, когда представители одной фамилии, связанные близкими родственными узами, имеют пусть и разные по роду и масштабам деятельности, но одинаково значимые заслуги перед своим народом. Этот материал посвящен представителям одной из ветвей фамилии Шадиевых, которые внесли существенный вклад в развитие Ингушетии на различных этапах ее истории. Некоторые из наших героев широко известны, о заслугах других, так уж сложилось, знают немногие, в основном родные, друзья, коллеги и специалисты, занимающиеся исследованием тех или иных периодов истории Ингушетии. Вместе с тем, личность каждого нашего героя заслуживает отдельного внимания. Эти судьбы в дальнейшем необходимо более тщательно изучить, не только для того, чтобы отдать дань памяти, но и многое узнать об истории ингушского народа в целом, поскольку факты из биографии этих легендарных людей дают ответы на многие вопросы. Нужно сказать, что далеко не обо всех известных представителях этой ветви мы сможем рассказать в рамках одного выпуска. Отдельного внимания заслуживает, к примеру, история братьев Джамбулата, Сулеймана и Хасана Шадиевых, сыновей Хато. Все они занимали ответственные посты в различных сферах. Возможно, как уже было сказано, в будущем нам удастся вернуться к этим судьбам, должным образом отметить их заслуги. В этот раз мы расскажем об Ибрагиме Шадиеве и его племянниках, братьях Суламбеке, Юсупе и Або, а также сыне Суламбека, известном журналисте Хусейне Шадиеве. Начиная работу над этим материалом, зная, какие заслуги имеются у наших героев, какие серьезные посты они занимали, видя документальные подтверждения всем этим фактам, мы рассчитывали на то, что в главных хранилищах национальной истории, Государственном архиве Ингушетии и Ингушском государственном музее краеведения есть личные дела с соответствующими документами. Тем более, что Хусейн Шадиев, как мы уже отметили, хорошо известен как в республике, так и за ее пределами. Но наши надежды не оправдались. Зачастую в папке может быть один документ, одна фотография, которая не очень информативна. И, к сожалению, найти дальнейшую судьбу этого человека бывает невозможно, потому что вот родственники иногда сдают только, даже не родственники, а просто какие-то посторонние люди сдают какую-то фотографию, и зачастую родственники находят в фондах нашего музея эти фотографии. Ну вот у нас в фондах вот маленькая единственная фотография, которая говорит за судьбу Шадиева Сулеймана Хатоевича, который в 1927 году был ответственным секретарем ячейки ВЛКСМ. И вот надпись, что пропагандист обкома ВЛКСМ. То есть мы знаем, что Шадиев Сулейман был комсомольцем, секретарем комсомольской организации. В каком районе, вот фотография нам такую информацию не дает. Дальнейшая судьба этого человека нам неизвестна. Даже вы видите, вот целая папка идет, и в этой папке только вот одна вот эта фотография. Было бы хорошо, если бы родственники, если они увидят по телевидению, дополнили бы личное дело этого человека. Я считаю, смысл существования нашего музея изначально был предназначен для того, чтобы увековечить имена тех, кто стоял на заре развития вот ингушской государственности, которые стояли вот впереди, и те люди, которые сделали для своей родины малой все, что они могли на тот период времени. К сожалению, у нас в архиве нет личных дел по указанным лицам, есть только личное дело Шадиева Султана, нашего известного журналиста, писателя. Есть копии документов, таких как трудовая книжка, автобиография, личная карточка и другие документы. По фамилии Шадиевых у нас имеется информация в посемейных списках Владикавказского округа Терской области за 1886 год. Шадиевы проживали, вообще они выходцы из селения Кяхк, и, соответственно, здесь это прописано, что вот выходцы оттуда, указаны там глава семьи, его семья, дети, как кого зовут, и что интересовало царскую администрацию, то есть какое у них имущество, сколько голов скота там, и так далее.
А так, и там еще отмечено, что они на тот момент уже проживали в Алкуне. Многое о семье Шадиевых знает племянница Ибрагима Шадиева и, соответственно, двоюродная сестра Суламбека Юсупа и Або Хава Кузькова. Отец Хавы Абдурахман Шадиев тоже пользовался авторитетом и уважением среди людей. До депортации он занимал в пригородном районе Ингушетии ключевой пост. Вернувшись на родину, стал председателем сельского совета Нового Реданта. Жили мои предки, как оттуда спустились они в Алкун. Это место, территория Алкун была подарена царским наставником нашему предку Шадиеву. И потом Шадиевы спустились на эту территорию в Алкун. Здесь они жили очень долго, там и отец мой родился, и вот эти дяди. После этого Шадиевы переехали в пригородный район. Там уже наши родители были взрослыми ребятами. Кладбище у нас находится по сегодняшний день в Алкунах. И хороним мы всех своих, особенно мужчин, всех там хороним. Ибрагим Сосиевич Шадиев, с личности которого мы начнем, родился в 1902 году, как уже было сказано, в Алкуне. Позже их семья переехала в пригородный район. Известно, что в 1928 году Ибрагим Шадиев был первым секретарем райкома пригородного района Ингушской автономной области. В этом году Северокавказский краевой комитет ВКПБ принял решение передать Владикавказ Северной Осетии. Выступая на посвященном этому вопросу собрании Владикавказского городского партийного актива Ингушской автономной области 18 октября 1928 года, Ибрагим выразил протест против решения краевого комитета. В 1937 году наш герой был назначен председателем исполкома пригородного района. Он пользовался исключительным авторитетом как у властей, так и населения. Порядочный и принципиальный, Ибрагим расходился с политикой того времени во многих вопросах. Это послужило причиной его ареста в 1942 году. По указанию Берия сделал он его политическим преступником, осудили на 10 лет и отправили далеко на север. В общем, он сидел 10 лет от звонка до звонка. В архипелаг отправили, в ГУЛАГе он сидел. Сидел с видными политическими деятелями. Он отсидел там и вернулся домой. Вместе с ним посадили его сына старшего. Он тогда был первый секретарь райкома комсомола пригородного района, старший сын Ибрагима. А звали как? Омар, старший сын. Этот сын очень тяжело отсидел, но он после приезда долго не прожил. В общем, он рано ушел из жизни, у него тоже наследников не осталось. Хорошо характеризует Ибрагима, раскрывает его личность случай, свидетелем которого стала Хава в совсем юном возрасте. В 1954 году его вызвали в обком партии Алматы. Я тогда училась в спецшколе. Там ни один ребенок чеченцев, ингушей и спецпереселенцев не учился, близко не подпускали. Но так как я выдала 3 конкурса, на 3-й конкурс меня пропустили. Уже я училась, вот в 5 классе его вызвали, он приехал, мой дядя Шадиев Ибрагим. И говорит, меня вызывает в обком. Ну иди, он говорит. А я говорю, а ты знаешь, где он? Нет, говорит, спрошу, знаю. А я знаю. То мы подошли к обкому партии, у него приглашение туда. И я с ним зашла в коридоре, а там, привитые дощечки, кто-то, заходим. Приходим, он туда заходит, вызвали все, вызвали к нему туда секретарь другой, и финансиста вызвали. Они сказали, финансиста позови. И да, сказали, вы осуждены были незаконно, все это выяснилось, вас реабилитировали, и вот это заберите, распишитесь и заберите. Были тогда сумочки, балетки они назывались. Коричневого цвета она была, защелкивалась и на замок закрывалась. Когда Ибрагим, я стою рядом, он меня за руку завел. Я благодарна ему. Я многое увидела. Открыл, а там были деньги за 10 лет, которые он должен был получать, ему шли какая-то выплата. Упакованы, гладкие, новые. Возьмите ваши деньги. Он снова закрыл и толкнул, эта балетка упала.
И он вот так иногда говорит: «Ну, мне это не надо», не расписался и не взял деньги. Закончил, ко мне есть еще вопросы? Нет. До свидания. Взял меня за руку, и мы вышли оттуда. Ни копейку не взял. Мы пришли, и он уехал назад туда. Как в Читавской области, они там самые северные точки, в тяжелых условиях жила его семья, но отец мой никак не смог их перевести туда, в Алмату. По возвращении на родину он был направлен на работу вновь образовавшего села Новый Редант. Его сразу направили туда как директором совхоза. Но во время его, как он приехал на место, временно туда был назначен мамин двоюродный брат Лянов Ахмед Ацханович. Очень хороший, грамотный специалист, трудяга. В Алмате он тоже был директором подхоза, это Лянов. Но когда Ибрагим, мой девуш, пришел, и он был исполняющим обязанности директором совхоза, кормсовхоза, он сказал: Ахмед Ацханович, мне известная личность, а я и управляющим буду работать. Мне достаточно эта должность. А приехали мы в 1961 году. К нашему приезду дядя работает управляющим этого огромного совхоз-миллионер был, который кормил не только Северный Кавказ и Союз, отправляли все. Мясо, молочный, откормочный совхоз. Получается, последняя работа Ибрагима – это в совхозе? Совхоз. Новый Редант, совхоз. Управляющим этого совхоза он работал. До конца своих дней, пока совсем не слег. В 1968 году он умер. У Ибрагима было 2 сыновей и дочь. Как уже говорила Хава, старший сын умер рано. У него не было детей, но у второго сына и дочери есть дети. Нам удалось поговорить с внуком Ибрагима, сыном его дочери Фирдоус, который знает о деде из рассказов матери. Шади Ибрагим Соси – это мой дедушка по матери, моя мать, его единственная дочь. У него в живых осталось после Казахстана, во всяком случае, 2 сына и одна дочь. У сына было только 3 дочери. Я по мужской линии, можно сказать, я и мой брат. Он умер еще до моего рождения. Я помню о нем только отдельные рассказы от своей матери, от других его знакомых, также от своего деда по отцовской линии. Он работал в его подчинении в том же пригородном районе, где Ибрагим работал первым секретарем райкома партии, а мой дедушка Лянов Макшарип, он работал председателем района. И они вместе пересекались довольно часто и были хорошо знакомы. Мама о нем рассказывала, что он был всегда грустный. Потом сама же повторялась, у него в жизни не было ничего веселого, чтобы ему не грустить, потому что вся его молодость прошла в установлении советской власти на Кавказе, гражданская война. Кстати, об этом не говорили, что он и в гражданскую воевал, Ибрагим. Потом партийная работа. На партийную работу им же не сладко приходилось, они же сами были в первую очередь под занесенным топором. Он пострадал от этой же власти потом, попал под репрессии за определенные выступления ненужные власти и был осужден на 10 лет. Он вернулся в Казахстан уже к своей семье, с трудом восстанавливался в партии, его реабилитировали. Потом уже, будучи дома, работал управляющим совхоза. Тогда в Казахстане при высылке он работал на шахте, на самых таких тяжелых работах. И люди, которые с ним работали, многие указывали пальцами: вот с нами работает. Никто не поверит, что с нами работает секретарь райкома. Несмотря на такие сложные испытания, Ибрагим Шадиев пронес через всю жизнь самые лучшие нравственные качества. До последних дней он не отходил от своих принципов. Он, как и многие люди его поколения, они по жизни сохранили все то человеческое, которое должно существовать в настоящем мужчинах, в настоящих мусульманах. Он, будучи партийным работником, умел читать Коран, делал намаз. Но все это надо было делать скрытно. Но тем не менее, вера, она у них была в сердце. Никогда они не отступались от ингушских законов, правил. Всегда по жизни шли. После всех этих перенесенных трудностей, после всего, что выпало на их долю, они, будучи уже старыми, не разучились улыбаться людям, делать добро.
все то, что должно сопутствовать настоящему мусульманину, настоящему ингушу, все это было присуще именно моему деду и людям его поколения, многим людям его поколения. Если говорить о сохранившихся материалах, касающихся личности Ибрагима Шадиева, фотографиях, документах, у родных их осталось очень мало. Материалы, как после смерти его сына, перешли к дочери. Но она отдала двоюродным братьям, Шадиевым, все, что, вот эти документы, там немного что сохранилось от него. У нас дома всего несколько фотографий, тоже старые, и то они 100 раз переснимались, перепечатывались. Успешно реализовались в жизни, многого добились, заслужили уважение и племянники Ибрагима Шадиева, сыновья его брата Магомеда. Подробно мы расскажем о троих – Суланбеке, Юсупе и Або. Всего же у Магомеда было 7 детей, 6 сыновей и дочь. Сейчас остались только Магомед и Марьям. Магомед по образованию строитель, Марьям – заслуженный учитель, преподаватель родного языка. У брата и сестры очень теплые и уважительные отношения. Тогда диша ханвити цуалкам халчвян жвалсак чиетиш хаш да везиш малла тязет малла хамар цахалара игер халх жнах чиибер садав сумбик что ши лил чметишки болх беш адл болх дук белхаж лил дясагу цус хога Юсуп яхыр что вож Абу яхыр حسين جادك وشوار أسرع بلاج وشوار سوق حاجة نيانك جادك حاجة يش يلارس عندك تيوخت جداي آخر برود دين رسول زما ورد رابوش ورد خز خو داويالر خز داخل يوشوا سلمان ولر جاغ حسين سلمان السويجري يوسف أبو أسرع بل تار جاهون كذك تقدر تخ دال دياч ряз датхо дал геш дол царя масарил. У Магомеда хранятся некоторые семейные фотографии. Он многое помнит и рассказал нам о братьях и племяннике, о том, как в общем складывалась их трудовая деятельность. В 1957 году садях капто, соцоган, хашиден марвацер, но это цацамаш дэгдо, соган, мужичи алками цалажер, шивалками, юртда болгу вор, суммик. Цичер از ریکون پارتی دیش وقتر آسترخانی پارس کلی چیچر دیشه سوین شده дружбы я цейлыш колхозер алкын. С дружбы колхозе президент вот с докаяла, сашешудала, с колхоз дружбы мужича колхоза атига. Ажинкизовская, яр мужичер колхоз. Ажинкизовская, это же. Мужичер колхоза объединить, да. Цыгич бог президент халарс объединенный. Ах, цахаянш, да. Галашки колхоз. А то тоже. Контор Галашки, ёлыш. Ажинкизовская, юсыш. Цыгич президент, уж бог бясагва, сумбай. Приюта, дятах чиор, шиолком чиор, мужик чиор, галашки чиор. Сухан, станица Ажинкизовской, мы валрио. Сухан, масса завода, директор. А уже уз директор был, да. Вака, Хусейн. Я шон, маснин, узузжу. Хусейна, я велыш, был бы хуш. Дик вещи ваор. Ча, حکمش دک عدل دک لافش دک باغ var. شیخه قشن از خیلی لاشر. شی دل خیرین دویزر. از دویزی اشته. هست قیمت سن استفاده والصا. سن باغ زحمه. حسین و آمیر var. شیشی var. Молодой, принципиальный, грамотный, еще добер, ценбог. Юсуп, я хочу управление строительное, 4 ящика. Управляющий, за базы волос. Хаякру,
وين كانوليت خلص برود كانوليت خانشتاي عاد دي خانشتاي سبسا ورتا بوبرو سلتا ريوني ادمنستراتي بوبرو ريوني ادمنستراتي تريشر بنسي وهاوس ابو ديشي اتا ديشي غانشتا اوز ويتك هاي بوغ اتا да Чечен ингуш газ я смувер да циче от слесаря до начальника управления Богбясагу СССР ехачил тех замглав района да и цирцвич замглав района цаашра Богбяжа салтеха глава района халар. Сложный жизненный путь прошел Сулымбек Шадиев. Как уже сказал Магомед, он занимал ключевые посты в сельском хозяйстве. Старший в семье Сулымбек был опорой для всех. Помогал братьям и их семьям, другим родным. Несмотря на то, что ему самому пришлось пройти через очень тяжелые испытания. Наша семья, семья Сулымбека, может гордиться, с гордостью сказать, что братья, что сестры, что мы имели таких родителей. Сулымбек, отец, Мадинат, мать у нас. Очень достойные были люди. Наш отец, это был авторитет всем нам, начиная с самого детства, потому что мы росли без матери. Наша мама очень рано ушла, оставив 7 нас сиротами, дал гештолт, дал кафетом болб. В родах вместе с ребенком мама ушла на тот свет. С тех пор отец нам заменил и мать. В нашей семье нас было 4 сестры и 3 брата. В данное время у нас 3 сестры и 1 брат живые. Остальные у нас, как говорится, воля Аллаха, ушли на тот свет. Сулымбек Шадиев родился в 1931 году в селении Галгай-Юрт, ныне Камбелеевское, пригородного района. Там он пошел в школу. В 1944 году, как известно, ингушский народ депортировали в Казахстан и Киргизию. Семья Сулымбека оказалась в Кокчетаве. Кирпичный завод, министерство МПС, железнодорожный кирпич завод, цик болварсо. Цик кирпич заводе бог без валыш, дик бог без. А заводчик иш хатбатыш был глин би, из горец, вагнет, хатихетеси, любовка, халя, датасыш, бог безо. Директор того, каскас, Ковалев язвар, султагор, исполком, председатель даварс. Цу, я варсок, курсы шоферов, деш, вагвия, سواقاخي ديش خلط والش بعرقين تا خوك بوسا يعني ديش ور اشكرس يا خدش بيريز وكازانيان تو гордо да отдал еще там запретить дет был дачи эти десятка шоут это горгала сюда ди со мяс комбинат ди погрузчик уха сиги алпидуактор сахаяктор. Как открыли дорогу с Казахстана, так первые выехали оттуда. И мы приехали с Казахстана в 1957 году. У меня не было, я здесь родился, в Лакуне. Заочно, имея нас почти 5 детей, он закончил высшую партийную школу, по направлению которой уехал. В то время это было очень обязательно, должен был быть член партии. И отец закончил высшую партийную школу, приехал и стал председателем колхоза. В то время это был Первомайский район. Это был огромный район. Села это Алкун, Мужичи, Галашки, половина Ачхамартана, земли были в наших ведомствах. Это мне рассказывал отец. Бамут, вот, есть там новый Бамут, старый Бамут, земли орошаемые были, сажали. Вот его колхоз именно сажали, и зерно там оттуда они получали, и кукурузу. Он поднял этот колхоз, сделал ее ведущим, где я помню в мои года, сейчас даже когда мне отец рассказывал, я часто с ним разговаривал на эту тему,
И он был присужден Герою соцтруда. И же документы приготовлены были, ушли в Москву, но по семейным там обстоятельствам не получилось. Да. Известно, что направлению Сулымбека на учебу в высшую партийную школу содействовал Ибрагим Шадиев. Он видел редкие способности племянника и понимал, какую пользу Сулымбек может принести, если их реализует. Нужно также сказать, что к колхозу, который первоначально возглавил и поднял Сулымбек, стали присоединять другие близлежащие отстающие хозяйства. Это أو شاقوجة موتك برولين خني سومك إقرأ حوين شخان أوسك يوقش كالخوزة كل دي سينس دعول ولا إقرأ أزديهم حقوق بيجناها تتميلش دي وولرسو بيداهر مش تادت دي حبيات بلغا شوانا دعيت داخل تروخو جوش كالخوز دي أنا باهم صوبوش إش داهر ويتسخلش داهر خد داتوي شوان دعدل Еще одна важная страница в трудовой деятельности Сулымбека Шадиева – его работа на посту директора маслозавода. Переехали вот этот город Сунчи, сейчас называется, раньше он станица Орджоникидзевская. Переехали сюда жить, Слепцовск. Отец вышел директором маслозавода. Здесь сейчас он не работает. А в то время он давал продукцию, даже Пятигорск, Нальчик у нас покупали все эти сыры, молоко, сыр, сметану, все у нас покупали. До того был развит это молокозавод. И был отец директором маслозавода. Ну, там тоже проработал он свою деятельность, он потом и возглавлял 19 партиев колхоз Троицким, который находился, он был председателем. Сулымбек Шадиев ушел из жизни в 2007 году. Люди вспоминают о нем с особой теплотой. Все сыновья Сулымбека успешно реализовались каждый в своей профессии. Старший Хусейн, как уже отмечалось, авторитетный и известный журналист. Не только благодаря предполагающей определенную известность профессии, но и исключительному таланту, а также редким человеческим качествам. Преемник моего отца является Шадиев Хусейн Сулымбекович. Это мой старший брат. Хоть он моложе меня на год, но он как мужчина в доме считается самый старший. За Хусейна, конечно, хочется говорить и говорить. У него очень хорошие 3 замечательных сына и 1 дочь. Это наша гордость, между прочим, от Хусейна. И очень достойная, хорошая жена у него. После нашего брата вся тягость воспитания легла на Айшат, на его жену. И она воспитала таких, как нам бы хотелось, и Хусейну хотелось, достойных детей. Я просто горжусь ими. Кто женат, кто уже внуки появились у Хусейна, дочь замужем тоже, очень за хороших людей, достойных людей тоже. Любимая дочь была Хусейна, Лейла. Ну, не пошли они, конечно, по его пути, но они пошли, выбрали свой путь, который им по душе. И Хусейн им всегда говорил: выбирайте свою дорогу, не обязательно искать дорогу отцов. Я вот счастливый человек, потому что родился в такой семье, где могу я с гордостью называть имя своего отца, имя своего деда, прадеда и любого другого представителя нашей фамилии. Это были люди честные, принципиальные, которые интересы нашего народа всегда ставили выше своих личных интересов. Хусейн Шадиев родился в декабре 1956 года в Кокчетаве. Как уже говорилось, в 1957 году его семья вернулась на родину. Отец Сулымбек в 70-е годы решил переехать в Грозный с целью дать детям хорошее образование. Хусейн получил возможность поступить в вуз. С успехом заявил о себе в студенческие годы. Он поступил в Чечено-Ингушский государственный университет, на филологический факультет изначально. И потом, так как он хорошо учился, сейчас я точно не помню, на 2-м или 3-м курсе его пригласили в Уральский государственный университет, город Свердловск, ныне это город Екатеринбург.
И вот он окончил этот университет с отличием. До сих пор в Уральском государственном университете на доске почета есть фотографии с именем моего отца. После этого он, значит, вернулся в родную республику, в газете «Сердало», начал работать. Потом его призвали в армию, в Туркменистан, по-моему. И в этот период началась война в Афганистане. Он, то есть, попал в это, тоже, то есть, является ветераном Афганистана. Есть у него медаль 20 лет вывода войск из Афганистана. Вернувшись на родину, Хусейн Шадиев снова вышел на работу в газету «Сердало». В 1987 году он стал победителем всесоюзного конкурса журналистов. Успехи чередовались с огромными трудностями. Так называемая перестройка, последовавший за ней распад Советского Союза и соответствующие изменения во всех сферах жизни – все это непосредственно коснулось и Хусейна как представителя профессии, призванной освещать происходящие в обществе процессы. Это был период такого национального подъема, национального самосознания у ингушей. То есть начинает со всех трибун все наши видные деятели, писатели, журналисты требовать нашей, так скажем, полной реабилитации, возвращения пригородного района, возвращения нашей собственной государственности и так далее. И мой отец принимал в этих событиях тоже непосредственно участие, то есть не просто где-то со стороны, а был в первых рядах. Значит, много он от этого, так скажем, и пострадал, но всегда уже это была черта и моего деда, и отца, они всегда шли до конца, то есть не было такого, чтобы где-то они что-то начали и на полпути оставили, такого вообще не было. Но мой брат был одна хорошая черта. Он всегда советовался с отцом. Отец его направлял. Вот обязательно надо вот так, вот так, вот так, вот так. Потому что отец был очень грамотный. Он знал, что, когда. Отдельной статьей проходит в биографии Хусейна Шадиева работа на посту главного редактора республиканской газеты «Ингушетия». Это было в буквальном смысле его детище. Основание и организация издания, подбор кадров, форма и содержание – вся эта работа была проделана Хусейном. Я с ним постоянно рядом был. Мы вместе на моей машине ездили и в Махачкалу, и Нальчик, и куда только не ездили. Ну, чтобы открыть свою газету, дать название. Он ее назвал «Ингушетия». Он создает газету «Ингушетия», переходит работать туда главным редактором. После этого из-за своей принципиальности он очередной раз пострадал, ему пришлось уйти с работы в газете «Ингушетия» из-за того, что у него была своя позиция. На какой-то период, пару лет, он был безработным. После этого в Ингушский государственный университет, где он преподавателем работает. В 2003 году, пройдя такой путь, набрав профессиональный и жизненный опыт, Хусейн Шадиев возглавил уже ставшее для него родным издание. Он был назначен главным редактором газеты «Сердало». В советское время он был там зам главного редактора. И уже в Ингушетии он становится главным редактором. И вот до 2013 года, вот до своей смерти, он был, значит, редактором этой газеты. Как уже отмечали родные, дети Хусейна выбрали другие профессии. Но его путь продолжил родной племянник, сейчас директор национальной телерадиокомпании «Магаз», председатель Союза журналистов Ингушетии Шамсудин Боков. Никогда я не готовила мысленно, даже и не думала, что он именно должен быть журналистом. Но так судьба сложилась. А потом я поняла, ведь я когда-то в жизни мечтала быть, я же поступала. Я не прошла не по конкурсу. Вы понимаете, Московский факультет журналистики, я когда-то в молодости подавала документы. Это мое нутро. Наверное, то, что мама когда-то, ну как тебе сказать, То, что у вас не получилось когда-то. Да. Все-таки какое-то внутреннее мое состояние моему сыну передалось. С нуля, как говорится, он у Хусейна работал, учеником у него был. Всему, чему сегодня данное время у него есть, и получил он, наверное, и как сам он талантливый оказался,
Это, конечно, 80% от Хусейна. Хусейн Шадиев не просто остался в памяти народа. Те, кто его знал, чувствуют горечь утраты практически наравне с близкими и родными. Огромное уважение заслужили и братья Сулумбека Шадиева, Юсуп и Або. Показательным является то, что когда говорят о ком-то из этой ветви Шадиевых, обязательно вспоминают обо всех. Отец и мои дяди, они были уважаемыми людьми. Не только среди родственников и близких людей, но и среди народа были уважаемые. Их практически в любом населенном пункте Ингушетии, если ты говоришь, чей ты сын или чей ты племянник, нас всех узнают по ним, по моим дядям, по моему отцу. Самый старший брат был отца Сулумбек. По сегодняшний день очень много хороших отзывов о Сулумбеке, потому что воспоминания, все те тяжелые времена, когда только люди возвращались, только восстанавливали свою кровь и быт, он помогал всем. Юсуп был старший брат отца. Он на различных должностях работал. У отца, несмотря на то, что, как и у многих репрессированных детей, было непростое детство, отец сумел и отучился, и в школе отучился, получил соответствующее образование. После окончания учебного заведения с 1970 года по 2002 год он работал на различных должностях. По прошествии многих лет его бывшие коллеги его очень тепло, радушно его встречали, были рады его видеть. После того, как отца не стало, мы до сих пор поддерживаем отношения. Мы и в телефонном общении общаемся, и в гостях бываем, и к нам гости приезжают. О том, что друзья и коллеги Або Шадиева не прерывают связь с его семьей, мы убедились и во время своего визита. И снова, вспоминая об Або, люди обязательно говорят обо всех братьях. Наверное, потому что они были как единое целое и при жизни. Шадиев Сулумбек Галаш, председатель колхоза Болбеш. Где-то 2-3 класс Ваха есть. Конгян Вахатриш. Трасса, асфальт беляцит, трасса ихи Бахариш. Так, Ваха вол, Хусейни, юш ашат шиддаг босс. Аннецкот Сулумбек сисик даг босс. Конгян Бахариш. Так, председатель колхоза Волчхана, Тходохар, قيد دوان شيء سمعت جر طنا كارت حياة كاش عاد لو سويس كلاس يوش قوليور صح كارت حاجة هم قوليور صح كم بنت تاتي كارت نقول يا تخشوشور إني أحمد ومحمد يا شهر ورس قاس بيشات أدي مشين الصوت يا تنسن واحد يتر ناهد يتر المشين حل يتروا قاس بيشات أدي مشين بحق تلاقي عطيش هذا خود بير ده خبر tak, kaçır vardı, kuartol yaş. Doğru var, sullik var, müşi maşin sabuha bir kah maşin yasa, tünse doğru var. Maşin sosyal, ay aşful yıldı, Mehmet. Ay adil diye hadmat, adil bol veca. Anya bol veca, adil bol veca. Sullik yer, had mı hoş bir ayır yer. Had şalba, o kup maçı hutur, eğer gal aşkı, dokbeti tayo yahidir. Şişi na davi harvar yer, kuartol ayakı, yuhavak kuh. Uzun açıldı. Şu an onun açıldığı için bu bir sunduğu saha diye. Daha hakikaten hanı saga diye. Hamza izleyiş. Çoğalt bahabına. Hatta han dislatın Suudiye. Söber marmış da. Nota han Suudiye ol dislatın. Sunmuş. Onun açıldı olsa gör. Yusuf oğlusun sarhoş. Abu oğlun. İsrafil Mehmet Prarabmar. Abu oğlun. Glava administrasyon Volçhan. Kakraz. Сепсалт, Исламский институт, 2000 году я хавян чханы, как раз гаджет в школе хаяя, трёхэтажная школа. Вещь та есть школа жваться. Тик иш обой алианди, обой сак проблем яхтян. Хат обой завод вора, тик завод яхтя. Бог берасик обой завод я. Обой сиск лида, лир али сайт я. Галаш касиду затрадуатиш. لير علي سايق جاي أبو سيسك حيان ماسك يشتور. عيرني سيرني خير وعشاق دي بغت عن دق يقاي أبو سي يقاي يوسف سي يقاي
Так, ахардей бозы, дамы баш бетке дал ама кач, агул кучу болыр. Молла хам адат агул хади, деки бор нок усти бор дабы хап удын ичер. Саргы дук хам хади хам нага. Бак чат дят, дабак чан даса биса чан якат. Соц hakim asabına abu deki hanu naha vizi hakmişlik vizi dik bol orada var. Şey bol habi şey bakka naha vizi Abu Исад yerdik adda хамачиш. Я в 1984 году устроился в специализированное спецсму, тогда называлось Чеченгастрой, мастером. И эта организация наша обслуживала 4 района. Была бытность, это Чечен-Ингушетия еще. Шадиев Абу Магомедович был начальником управления. Коллектив у нас был очень дружный. Как руководитель Шадиев всегда был требовательным, принципиальным. И организация, наше предприятие числилась в передовых. Я много хорошего от него перенял. Чувство ответственности, во-первых. Потом дисциплина. Он сам был дисциплинированный. И любил точность. После развала, уже, когда образовалась Ингушская республика, наше предприятие продолжало работать. И после известных событий в Грозном, как известно, у нас был большой наплыв беженцев. Брат Абу Исрапул во время этой постройки этой палаточного городка, он был комендантом, принимал беженцев, в общем, обеспечивал их необходимым. Юсуп Шадиев родился в 1944 году уже в депортации в Кокчетаве. По образованию он был строителем, но, как мы уже знаем, проработал на различных должностях, в том числе и на посту главы станицы Орджоникидзевская. У него 3 детей, сын и 2 дочери. Юсуп ушел из жизни в 2018 году. Абу родился в 1949 году, там же, в Кокчетаве. Окончил сначала Грозненский нефтяной техникум, затем Грозненский нефтяной институт. У него 4 детей, 2 сыновей и 2 дочери. Абу ушел из жизни всего 2 года назад, в 2022. Трудовая деятельность Юсупа и Абу тесно взаимосвязана. Какой-то период они работали и вместе, и даже когда стали работать в разных структурах, все равно были рядом друг с другом. В 1981 году директором Дома культуры Сунжинского я устроилась на работу. И вот тут у нас по поводу строительных материалов, так как не было завхоза, я сама занималась строительным материалом, какие ремонты в Доме культуры были. И в это время у нас был там РСУ, участок строительный, и был еще МСУ. И, в общем-то, мне очень частенько приходилось в МСУ ездить. И вот тут я познакомилась. Шадиев Юсуп и Шадиев Абу, это 2 брата, они работали в это время МСУ. Память о этих людях, мне кажется, она по сегодняшний день настолько тепло, я их могу вспоминать. Юсуп работал главой администрации станицы Орджоникидзевской. Он работал 95-97 годы. Именно глава администрации станицы Орджоникидзевской. После ухода его, мне кажется, были там, конечно, очень много глав, потом, но все-таки этот человек, те годы, все-таки как-то с теплотой могу о них говорить. И после как он ушел с этой должности, именно глава станицы Орджоникидзевской, он перешел работать начальником администрацию района, строительный отдел там. Вот именно начальник отдела он пришел, работал в этом отделе. Тоже там мы к нему обращались, так как те мелкие такие работы, ремонты, они нам сметы составляли. Тоже именно то общение, то, что было у нас там, оно и здесь продолжалось. Точно так же мне хочется сказать о его брате Абу Шадиев. Абу, так я конечно, по МСУ его знала, но потом как-то долгое время уже я с ними общалась. Потом он пришел к нам главой района, это 99-й год, глава района администрации Сунжинская. И вот тоже, как непосредственно, это наш глава, мы подчиняемся администрации района, тоже с этим человеком мне, например, очень легко было работать. Любое то, что касается по культуре, даже иной раз они и знают, что это такое, но все равно частенько меня приглашали и советовались, как это в каком ракурсе мероприятие какое-то может провести. Хотелось бы, конечно, чтобы таких людей было побольше, таких теплых людей. Мне кажется, может быть, в то время такое было, но все равно именно об этих людях много что можно сказать, только хорошее. Семью Шадиева я знаю давно, их было 6 братьев, но из них более близко я знаю Юсупа и Абу. Почему? Потому что мы вместе работали
в администрации района. Абу был главой администрации района, работал, а Юсуп работал главой администрации сельских поселений Орджоникидзевской. Потом у нас перешло к нам в администрацию района, отдел производственных отраслей. Где-то около 15 лет мы вместе проработали. Юсуп ушел на пенсию. Я их знаю с хорошей стороны. Очень порядочные люди. Я хочу подчеркнуть именно вот семью Юсупа, потому что я Юсупа знал ближе. Ну, есть Абу, я знаю, и вот ее семью тоже знаю. Очень грамотная семья обоих, вот, которые я знаю. Вот у Юсупа одна дочь, она кандидат наук, вторая там работает в налоговой полиции, сын работал в милиции, сейчас на пенсии. Когда Юсуп болел, вот этот Мултхан, она очень, вот, даже могут другие женщины с нее взять пример. Как она любила своего отца, как она за ним ухаживала, как она за него переживала, это не передать даже словами. Как уже было сказано в начале, биографии наших героев заслуживают того, чтобы посвятить каждому из них отдельный материал. В этом выпуске мы смогли рассказать далеко не обо всем, что нужно было и хотелось бы сказать об этих людях. Они являются примером не только для родных и близких. Это хороший пример для всех. Масволчвошез адер волча лил бябшаж лилч метышки. Дуккубы цахамзет яхвал ханяхка иштмялкайк бо ханяхка иштмялкайк бо цуч агулык дыртом цуч аг иштшаш шиндат яхвулык аг кватч дурч аг док хастыртцар яхаш ишт нах аг тешелдеш табахыртхаж вежери. У них семьи, дети, всем они дали образование, очень грамотно, очень хорошие дети. В любое время обратиться можно к ним. Я думаю, что он никогда тебя не оставит без внимания и любой помощи. Они воспитали достойных детей, и эти дети продолжат имя вот этих родителей. Это тоже дорогого стоит. Султан Ахведжи Барыш. Тхатагдук Хибай, Тхатагдук Бицай, Галгай, пригородной районе, Галгай, Эшчажибяха Галгашт, Бозыш Бар, Галгаш, Лирхменах Бар. Яшидин Ягана, Шузамон Чаханышна Хайки, Керс Дишир Диша, Бусул Дишир Хош, Эштнах Лирхме حبيحكي نخبة زوي خالديس اتعتبارش خالبيتش شي ريسبوبليكا شي قمن حم حد شي قمن ثاني بالبوش اشت خالبيس قونغي يرش اشت خالب قونغي تدا تغن بيسلوش باترش يرش بيس بليشوش بات. Мне уже 81 год. Я прожила очень интересную, красивую, счастливую жизнь. Я довольна тем, что мне Аллах дал. Я рада за свое потомство со стороны отца. Я рада за своих племянников. Я их всех люблю и постоянно слушаю, говорю о них и интересуюсь их жизнью. И я хочу, чтобы они помнили и знали, кто они, кто их породил, от кого они произошли. И этим гордились, благодарили Аллаха, и этим воспитывали своих детей, и девочек, и мальчиков, чтобы между ними была тесная связь, чтобы они часто посещали друг друга и помогали.